Вы любите небо? Я очень люблю. Я в синюю даль часто-часто смотрю. Вы любите лес? То, что жизнь нам дает. Я очень люблю. Он мне радость несет. Вы любите речку? Я очень люблю. Я летней порою ей песни пою. О том, что живою водою своей она успокоит насильных людей. Я люблю смотреть на речку. Люблю слушать журчание ручейка. Jā, lai ko jūs teiktu, bet tas ir tik brīnišķīgi, ka mūsu planētas pasaule ir tik daudzveidīga. Protams, mēs varam to visu sadalīt ar robežām. Un katra valsts atsevišķi var dzīvot cepuri kuldama. Domājat, tā izdosies? Protams, ka neizdosies. Это мы с вами устанавливаем государственные границы, сами придумываем, где кто живет, а в природе все единое. И от нас по разные стороны границы зависит, как будет выглядеть эта природа. Мы с вами кинем бутылку, она у нас по речке уплывет совсем в другое государство, и наоборот. Так сложилось, что наши приграничные регионы географически располагаются в низинах, и поэтому на территории наших районов, муниципалитетов очень много болот, озер, рек. Соответственно, экологическая ситуация, здоровье населения, здоровье людей, оно складывается из общей экологии и, конечно, из того, в каком состоянии находятся наши водные объекты. Par laimi, mūsu lode ir gan no ārpuses sasegta, gan iekšā piepildīta, un to atdalīt nav iespējams. Mēs visi elpojam vienu gaisu, dzeram ūdeni no vieniem avotiem, tādēļ arī rūpes par ekoloģiju mums visiem ir vienādas. Piemēram, ūdens. Источники загрязнения водоемов, конечно, могут быть разные. Это и естественные, например, стоки с водосборной территории любого водоема. Да? И с этим мы с вами ничего не поделаем, это естественный процесс. Ну и человек, конечно, в этом принимает тоже самое непосредственное участие. Это могут быть избыточные удобрения на полях, которые смываются в водоем. Ну и кроме того, есть, конечно, такие общие загрязнители от нашей производственной деятельности. Это могут быть непосредственно заводы, там, фабрики, и это могут быть наши такие основные коммунально-бытовые стоки, процессы, так сказать, нашей жизнедеятельности. И, безусловно, это и наша, так сказать, частная деятельность. Отдыхаем мы с вами на берегах, все, что мы там оставляем, бросаем, это тоже попадает в водоем. Рыбы отравляются, растения погибают. И купаться даже в ней невозможно. Люди, когда проходят, они берут и мусор кидают в речку. Зачем это? Не знаю. Kaut kas ir jādara, jūs teiksiet, un jums būs taisnība. Если мы не будем охранять природу, то она погибнет вместе с нами. Tomēr nesteigsimies. Vispirms palūkosimies apkārt. Ūdens kā ūdens, stāvošajā ezerā, tekošajā upē, bet ja palūkojamies dziļāk, vesela pasaule. Un jo tīrāks būs šis avots, jo pilnvērtīgāka un spilgtāka dzīve būs tajā un ap to. Вода – это жизнь. Вода – это основа здоровья, вода – это основа питания. Поэтому, уважаемые ребята, уважаемые взрослые, я вас всех призываю к тому, чтобы оглянуться вокруг, подумать о том, что мы живем в многообразном мире, о том, что вода все-таки это тот источник, который дает жизнь всему. Visi iznira. Ievilksim gaisu un paiesim pa krastu.
tagad jau mums ir parasta ūdenskrātuve. Tas ir dzīvības avots simtiem iemītnieku. Veiksim eksperimentu. Šī ir tīra ūdenskrātuve, tajā ir tikai dabas radītais. Bet šeit jau ir cilvēka pēdas. Kāda ir šī ūdenskrātuve? Pareizi, netīra. В загрязненных водоемах кто-то живет, непременно живет, но это уже другие обитатели. Ну, скажем, одни организмы более устойчивы к воздействию тех же загрязнителей, другие менее. Те, которые менее, исчезают у нас быстрее. Как правило, они нам больше всего нравятся. Они или самые красивые, или самые ценные, или самые редкие, или самые вкусные. У нас очень много речек, да, вот вокруг, и озер, а они грязные, там даже купаться сейчас не очень хорошо. Я не знаю, я даже не представляю, как там рыбы просто живут. Labākajā gadījumā pārcelsies uz citu ūdenskrātuvi, bet sliktākajā, domāju, te nekas nav jāpaskaidro. Jūs jau paši visu sapratāt. Visa ekosistēma ir sagrauta. Laiks rīkoties! Поставили контейнеры. Площадка 3/6 забивается за неделю, просто там огорожена, мусор. Их 7 штук на одном озере. Это все забивается за неделю мусор. Вот количество, какое людей приезжает отдыхать. Какая гадость! Проект Aqualife, он направлен как раз на то, чтобы поднять тему очистки водных объектов на приграничных территориях. К этой проблематике привлекаются и взрослые, и дети. Мы живем в одном из самых красивых мест России, Псковской области. Мы организовали экологический форум «Зеленая планета глазами детей». Мы организовали литературную гостиную, в которую пришли ребята 5 и 6 классов. Они написали стихотворения о природе, а также небольшие эссе о проблемах, которые их волнуют. Стихотворения и эссе мы поместили на листовке, а листовки раздавали прохожим на остановках, рабочим предприятий и просто жителям поселка. Мы побывали на экскурсиях в научно-исследовательском институте, на станции защиты растений, покормили птиц и провели небольшой субботник. На субботнике мы ходим по загрязненным местам с пакетами и собираем весь мусор. Потом выкидываем его в мусорку. Моей семьей и моими родителями была организована выставка, на которой были фотографии. После также еще взяли рисунки учеников 6 класса, и все эти работы были посвящены одной теме — сохранения родной природы. Чем больше мы будем работать по очистке береговой территории, по очистке дна озера или пруда, который располагается рядом с домом, с которым мы живем, чем больше мы будем говорить своим соседям о том, что не надо мусорить, не надо выбрасывать какие-то старые предметы, ненужные вещи в водоемы, тем больше будет флора и фауна развиваться в водоеме. И каждый из нас может прийти к тому же самому озеру или пруду и выловить рыбу, послушать лягушек весной, увидеть какое-то растение необычное, которое вырастет благодаря тому, что вода стала чистой. Где бы мы ни жили, где в лесу, около озера, на полянах, я не знаю, в болоте, болото тоже может быть прекрасно, везде мы можем получать радость от того места, где мы живем. Ребята, сохраняйте природу, так как это наше будущее и будущее наших детей. Берегите природу, жалейте ее, не обижайте зря. Jā, lai ko jūs teiktu, bet pasaule ap mums ir brīnišķīga. Un saglabāt to tīru, tas ir mūsu spēkos.